Здравствуйте. Меня зовут Антонина Гермогенова. Я живу и работаю в Сибири. Занимаюсь пошивом одежды. С детства любила шить. Шила для себя и детей. Специальное швейное образование у меня нет, я сама мамочка. О том, что есть соцконтракт, я узнала в администрации ночлега. В то время я сидела без работы и состояла на учете на бирже труда. Я подала заявку, написала бизнес-план, защитила комиссии и через неделю получила государственную помощь. Я купила промышленную машину, узелок, манекен, другое швейное оборудование и оборудовала уголок дома под мастерскую и начала принимать заказы от населения. Сначала это были заказы от групп, детсадов, школ, коллективов, танцевальных коллективов. Затем перешла во взрослую одежду. Так, вместе с этим я развивала свое мастерство, усовершенствовала технологию, стремлюсь к самообразованию. Сейчас я уверенно могу сказать, что я нашла свою нишу в швейном бизнесе. Заказываю из других районов, города Якутска. И в плане выйти на российский рынок через Wildberries, Озон, другие платформы. Стало возможно сейчас взаимодействие с российскими текстильщиками, с Узбекистаном, например, я заказываю ткани, Ставропольский край, Новосибирск. Также хочу открыть швейные коворки, по-простому это говоря, аренда помещения, аренда швейного оборудования, консультации, услуги кройки, бесплатные выкройки, также проведение мастер-классов для широкого слоя населения, от школьников до пожилых. Соцконтракт помог мне приобрести оборудование, которое я не могла позволить из-за недостатка денежных средств. Насчет дохода. Доход, например, если вот по полочкам делать, одно платье, например, у меня стоит от 5000, и это зависит от фасона, от сложности. В месяц я могу шить, например, 8-10 платьев, это получается 40-50 тысяч. Комплект платья, жилет, извините, национального стиля от 15 тысяч и выше, 20-25 может быть. В месяц я шью, например, 4 комплекта, это получается 60-80 тысяч, и выше можно. И в плане еще я хочу шить пальто якутское, традиционное, это в Боктах, МЛО, еще капелласу. Насчет налога я самозанятая, плачу 4% от дохода, это получается где-то от 1500 до 3,5 тысяч, так, немного. Вот. Помимо швейного дела у нас в семье, семья столярная мастерская. Занимаемся реставрацией мягкой мебели, кресел, диванов, стульев. Также в плане изготовления буфетов, сундуков в старом стиле. Средняя цена реставрации одного кресла, например, 5000. В месяц можно отреставрировать до 10 кресел. Это 50 тысяч, например. От дивана мы реставрируем за 10 тысяч. Это полная реставрация. Наполнитель, обивка. Это когда работает 2 человека. Мы работаем вдвоем. Пока у меня помощников нету, муж работает уже. Но муж работает в другом бюджетном предприятии, он тренер. Соответственно, если возьмем 4 работников, то будет доход уже больше. Спасибо. Коллекция. Сейчас я представляю свою коллекцию. Одежды, сыртык, сидяна. Спасибо.